У меня вроде бы не день рождения, но я чувствую себя иначе, потому что всю прошлую неделю мои друзья задаривали меня подарками. Вот, давайте посмотрим, что подарили. Наша подруга Наталья Курдакшева подарила вот такую салфетку. Это ее работа, это ручная работа, лимитированная коллекция. Она недавно была в Ташкенте проездом, поэтому привезла вот такой классный подарок. Мы спонтанно сняли, кстати, видео интервью. Я скоро его опубликую, так что ждите. Я вообще в восторге от этой салфетки, я хочу ее повесить, я не хочу ее использовать как салфетку. И в дополнение к этой салфетке тоже лимитированная коллекция. Закладка для книг, но я опять же не буду ее использовать как закладку для книг, я ее просто поставлю в рамку и повешу. Даша с Яриком нам привезли из Китая вот такой зеленый чай, он безумно красивый. Сейчас покажу. Он безумно красивый, мы его уже попробовали, это безумно вкусный зеленый чай. Я на самом деле чувствую себя какой-то благословленной друзьями, потому что у нас такие классные друзья. Это печеньки с предсказаниями. Они супер вкусные, супер классные. И первое предсказание, которое я вытянула оттуда, это что у меня жизнь будет вообще классной, что это императорский указ, чтобы жизнь у меня была классной. Вот. Мы от Байраса с Изилей получили вот такую классную масленку. Во-первых, я очень ценю, что мои друзья знают, что я стараюсь не покупать пластиковые вещи, стараюсь быть эко-френдли, осознанной и все такое. Поэтому мне нравится вот такой выбор в пользу железной масленки. Я уже использую активно эту масленку, тут есть масло. Вот. Так что спасибо вам большое. Следующий лот. Я хочу вам показать подарки из Урумчи, из Синьцзян-Уйгурского автономного округа от Аюнис Зарикто. Это вот такой вот классный подвес с женщиной я бы сказала в бурят-монгольском таком дегеле, у которой друг вот лошадка. И вот такая классная открытка с такими классными вообще рисунками, которые возвращают меня в воспоминания о детстве. Потому что тут много животных, юрта, кроватки, лошадки, котята. В общем, классно. Мне безумно нравится. Это подарок от моего дорогого друга Михаила Матушкина. Вот, Миша, привет тебе. Тут у нас ежедневник. Сейчас откроем. Это моя первая распаковка, поэтому я пока еще неопытна в этом деле. В общем, вот тут лежал такой ежедневник. Он безумно красивый. Я сейчас вам его открою. Опа. Вот. На каждой страничке юрта нарисована. И вот сосуды. Мне кажется, что я буду писать сюда свои сокровенные мысли. Также следующий лот – это книга Байгалы Толан. Тут несколько рассказов двух бурятских писателей, Жамсут Нумунова и Мирбала Чирова. Чтиво ночное. Буду читать. Мне очень нравится, что наши друзья знают наши увлечения, наши ценности. Я собираю, кстати, купюры из разных стран, поэтому Леша пригнал мне несколько купюр в мою коллекцию, так скажем. Вот, тут юани, 5 дирхамов, 20 турецких лир, 5 египетских фунтов, и тут у нас 1 юань. Я богатая, вообще невероятно. У меня коллекция на самом деле заполняется и заполняется. Кстати, о коллекции. Я же начала коллекционировать картины, поэтому вот эта работа художественная тоже пойдет в мою коллекцию. Еще ДНК-тест пришел. Это на самом деле уже, наверное, 6-й или 7-й тест, который мы получаем, потому что я сейчас хочу взять ДНК-тест у своей бабушки, чтобы понять, по какой линии, с кем мы приходимся родственниками. Но подробнее об этом я, наверное, чуть позже расскажу, если вам будет интересно. Ну и самый главный лот.
от моего замечательного мужа. Такая красивая коробочка из Казахстана. Я на самом деле в шоке от того, что Дмитрий знает мой вкус и что я люблю вот такой розовый цвет, вот такой яркий розовый цвет. И это такой платочек. Сейчас мы его наденем. Наденем вот эти очки. Как-то так я его надела. Осталось купить такой кабриолетик, чтобы разгонять по Ташкенту. Мне кажется, у моего мужа превосходный вкус. Ну и у меня тоже, потому что я выбрала такого мужа. Мне не доброхат. Берегите друзей и берегите своих мужей.